Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Это Код войны и я Адам фон Грац. По той реакции, которая на моем последнем видео прозвучала, мне хочется разъяснить некоторые вещи в отношении того, что нам делать в сложившейся ситуации. Дело в том, что Россия, хочет она этого или не хочет, попала в историческую ловушку. А именно не то, что Россия, а именно русский народ. Суть этой ловушки состоит в том, что всю свою историю, с начала становления современного российского государства, сначала Российской империи, потом Советской империи и потом постсоветской России, всю свою историю русский народ и, соответственно, российское государство преувеличивалась и расширялась Российская империя посредством уничтожения, захвата соседних земель и уничтожения тех народов, которые на этой территории находились. Те народы, которые соглашались и склонялись, так сказать, к соучастию к совместной жизни с Россией, были подключены к тому, что называется дальнейшими завоеваниями России. И те народы, которые соглашались оставаться в составе России, были вынуждены впоследствии участвовать вместе с Россией в захвате других территорий. Это пример того, что происходит сегодня с Чечней, когда чеченцы после того, как уже Чечня в принципе прекратила сопротивление, вместе с русскими начали нападать на грузин, а потом на украинцев и дальше то, что происходит сейчас. Это происходило всю историю, и вот теперь русский народ попал в эту самую историческую ловушку, которую российская власть, Путин конкретно и путинская власть, сегодня самым жестоким образом эксплуатирует. Современная российская власть, как и те, что были до этого, разъясняет русскому народу положение его таким образом, что они объясняют своему народу, шлют ему, так сказать, политический месседж, суть которого состоит в том, что если мы сегодня не объединимся вокруг нашей власти и не будем захватывать дальше территории, и не будем навязывать нашу волю в отношении того, что происходит, как мир должен состояться, каким должны быть мировые тенденции и все то, что включает в себя термин стратегическая политика, то в отношении нас будут делать то же самое. То есть, если мы не захватим и не уничтожим соседние государства, и таким образом не обеспечим себе безопасность, то в отношении нас будут делать то же самое. То есть, Россию развалит, а развал России происшедший приведет к тому, что физическое истребление русского народа будет неизбежным. Да, действительно, угроза такого рода состоит, она заключает в себе принцип исторической справедливости. Русский народ не остановил свою власть тогда, в историческом прошлом, и не останавливает сейчас в историческом его настоящем от совершения тех самых преступлений, которые ложатся тяжелым грузом на ее чаше ее весов, на чаше будущего, которая может совершенно плохо кончиться для России и для всех тех народов, которые включились в эту самую российскую действительность и действуют сегодня на стороне России. В этот самый котел включен, так сказать, в этот самый неизбежный крах России, исчерпывает все последствия этого неизбежного краха России, будет и наш чеченский народ, те 70% населения, которые находятся на территории Чечни. И вот потому, как я вижу будущее, каким образом мы должны найти выход из сложившейся ситуации с тем, чтобы, с одной стороны, исключить возможность истребления 90% русского населения, а именно 90% русского населения, просто говоря, те, кто успеет убежать в Москву и Московскую область, те спасутся, а остальные будут физически истреблены. Если мы не найдем из сложившейся ситуации, если мы не найдем достойного для всех выхода. Россия, развязав эту самую войну, открыла ящик Пандоры, из которого вылетают всевозможные скелеты прошлого, и они начинают формировать настоящих ужасающих своих чертах.
Таким образом, мое видение проблемы состоит в том, что мы должны найти какой-то выход, суть которого состоит в том, чтобы обеспечить будущее без применения ядерного оружия с одной стороны, без угроз применения ядерного оружия с другой стороны, без того, чтобы одно государство угрожало другому государству его физическому уничтожению. Да, войны были, исторические войны были, и в этих войнах, как вы знаете, Восточная Европа, и Западная Европа, и Новый Свет участвовали во многих конфликтах и уничтожали многих людей. Но сейчас мы находимся в такой исторической фазе, когда само существование человечества становится практически под угрозой. И конфликт, который разразился и который несет в себе экзистенциональную угрозу уже для всего человечества, должен найти некий выход. Должен быть выход, который удовлетворил всех. И здесь роль чеченского народа состоит в том, чтобы предложить этот самый выход и сформировать этот выход, сформулировать его и предложить. И для того, чтобы это сделать, нам необходимо решить вопрос внутреннего характера, а именно, кто представляет во внутренней и внешней политике наш народ. Пока этот человек не проявился в должной форме, а существующие органы власти, которые возглавляет Закаев, Идигов и Сараляпов, потеряли свою легитимность с точки зрения осуществления ими своей деятельности, с точки зрения признания либо преступной их деятельности, либо несостоятельной. Так вот, тот конгресс, который созывается, имеет цель выявить ту самую личность, которая бы в конечном счете поставила бы одну точку во всех этих спорах и о нашем будущем, и о нашем настоящем. И именно поэтому эта личность должна быть проявлена, она должна выйти на политический олимп, и все те, кто имеет свое видение того, какими должны быть наши отношения внутри нашего государства, какими должны быть наши отношения с Россией, какими должны быть наши отношения с другими народами. Все эти концепции должны будут отнесены к этой личности, которая сформировала определенный круг людей вокруг себя, решит, какую из этих моделей развития нашего общества и нашего государства больше для нас подходит. Поэтому именно, я повторяюсь еще раз, я призываю следить за той пресс-конференцией, которая будет объявлена Масхадовым, Анзором и Джамбулатовым, Сулеймановым, и быть активными в том, что касается участия в политической деятельности нашего общества. Сейчас мы должны в большей степени проявлять политическую активность и должны проявлять свое политическое «я». Время для всевозможные отклонения, я боюсь, что уже прошло, и мы должны быть честными в отношении самих себя, и в отношении собственного народа, и в отношении всех других народов. Времени у нас больше нету, и мы должны действовать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.